Всем привет! Вы часто задаете мне вопросы по поводу моего макияжа. Какие продукты я использую, как я за собой ухаживаю, сколько времени у меня на это уходит. И я сегодня решила раскрыть все карты. Давайте начнем. Я очистила лицо мицеллярной водой, умылась. Сейчас у меня чистое лицо. Я буду использовать свой любимый крем. Крем это у меня Эмульсия. Я обожаю Sensai. Я вообще люблю эту марку, потому что у них легкая текстура. И сейчас я просто нанесу небольшим слоем, хаотичными движениями мой любимый крем. Я не использую базу, пока у меня будет крем впитываться. Я расскажу немножко о тональных средствах, которые я люблю. Я уже пользуюсь, наверное, ей года 4 точно. У меня кожа очень чувствительная, вот если вы даже заметили, есть небольшие покраснения, аллергическая реакция у меня произошла. Вот, и поэтому такие плотные какие-то крема я вообще не могу их использовать. И только могу использовать косметику Sensai и La Prairie. Хочу рассказать о своих тональных средствах. Самый мой любимый, о котором я все время говорю, и уже не раз об этом писала в Instagram. Подписчики, наверное, мои уже это все запомнили. Это самый-самый любимый мой тональный крем. Хочу показать средство, которое также мне очень нравится. Это Sensai. Вот. Есть Sensai, которая очень-очень легкой текстуры, на лето очень классно, очень естественно. То есть он придает такой небольшой какой-то такой тон просто, легкий тон придает. То есть я даже вот вам могу показать на себе. Вот, то есть он такой вот прям очень-очень-очень легкий, практически прозрачный, очень классный, очень комфортный. То есть кожа дышит, нет ощущения, что тебе там что-то там наложили. Вообще классно. И есть средства уже более плотной текстуры, также Sensai. Вот, тоже покажу. Он уже немножко поплотнее, то есть там на вечер, допустим, да. Вот, он уже идет такой более плотный, очень мягкий, очень комфортный, очень классный вообще. Вот я сейчас разговариваю и заметила, что у меня немножко подсохли губы. Я люблю вот такое вот средство от Davines. Это такой бальзам, он для лица и тела с маслом ши, очень мягкий, очень комфортный. Я его использую, то есть он у меня есть в сумке, я его использую там, например, и для губ, да, особенно вот в такое время, когда на улице похолодало и очень сухо, я использую на кутикулы, использую вот локоть, да, у нас бывает подсушивается, очень классное средство, всем рекомендую, оно еще большое, его так надолго хватает. Я возьму теперь средство La Prairie и вот просто кушончиком надавили, все, мы начали накладывать тон. Все делают по-разному, кто-то начинает снизу, я люблю, мне вот как-то вот так удобно. Если есть какие-то дефекты, какие-то прыщи на лице, нужно обязательно пройтись. Ну, на самом деле вы видите, да, что это очень удобно. Не пачкаются руки, не нужно использовать кисти. В данном случае с этими средствами я, конечно, бы использовала пальцы, руки, потому что было бы более естественно. Мы проработали. Это средство немножко, да, вы видите, наверное, да, то, что есть естественный такой вот блеск на лице. Он, я бы не сказала, что он матовый, потому что он увлажняющий, но мне так комфортно. Я не хочу матировать. Раньше я всегда матировала лицо, то есть обязательно нужно было мне, чтобы вот было матовое лицо. Я не могла использовать хайлайтеры, мне вообще не нравился вот этот вот какой-то блеск. Сейчас я наоборот люблю хайлайтеры, поэтому нужно к этому привыкнуть, и мы же всегда как бы экспериментируем. Пока наше тональное средство взаимодействует с нашей кожей, я пока проработаю брови. Все
вот эти вот изъяны можно прикрыть. Вроде все. Вот. Бровки мы подчеркнули. Мы их только подчеркиваем. Все, подчеркнули. Я люблю очень вот этот вот скульптор сухой Bobbi Brown. И как я его использую? Мы берем кисточку, вот такими движениями, оп, оп, оп. Немножко. Совсем подсохло. Ну, принцип понятен, да? То есть все, только скульптором. У нас сразу глаза стали ярче, под косточкой, значит, образовалась эта вот тень. Мне этого, в принципе, вообще достаточно. Можем чуть-чуть еще добавить. Там уже на свое усмотрение. Все, мы визуально их вытянули, открыли. У меня есть вот эти тени Бека. И они таких вот натуральных оттенков. Мы же хотим естественности, ощущение, что мы не накрашены. Вот. Ну, по крайней мере, накрашены чуть-чуть. Что мы делаем? Так, я беру пальчиком. Вот второй цвет я сейчас возьму. И вот так вот пальчиком просто прохожусь. Все, пальчиком. Оно само по себе растушевывается. Вот так прям немножко цвет тенью так к себе приклеиваем цвет, так скажем. И движением прихлопывающими. Все, нанесли. Теперь берем цвет потемнее. Пусть он будет вот этот вот четвертый цвет. Также пальчиком. Чуть-чуть взяли и вот так вот уголочек. Буквально вот так вот пальчиком немножечко выделили уголочек. Мы только тень образовали, то есть у нас задача только вот дать тень. То же самое делаем с этой стороны. Я взяла эту кисточку и этим же цветом немножечко будем проходить снизу. Чуть-чуть просто. Нам не нужно, чтобы у нас там было очень темно. Мы немножко просто подреснично проработали. Просто под ресничками. Немножко так соединили, так скажем, верхнее веко. И берем самый светлый цвет. В нашем случае это вот такой вот бежевый. И под бровкой прошлись. Прошлись под бровкой, соединили наши цвета. Немножко можно зайти даже на косточку. Моя любимая тушь от Vivienne Sabon, Cabaret Premier. У них еще есть вот такой вот праймер под тушь. Праймер, он увеличивает реснички. Вот такие вот румяна жидкие от Inglot. Я очень люблю этот цвет 96. Мне очень нравятся эти румяна. Буквально чуть-чуть мы определяем наши щечки. Прошлись. Чуть побольше даже можно быть. Немножечко буквально освежим лицо. Теперь я возьму тушь.
Работаем реснички. Главное не запачкаться. Вот и все. Немножечко пульпером пройдемся, чуть-чуть буквально. Сильно не надо. Если это будет слишком ярко для ежедневного макияжа, чуть-чуть буквально. Лицо немножко блестит, правда? Еще, наверное, это на камеру очень видно. А в таких случаях можно использовать пудру. Сейчас я этого делать не буду, потому что я не люблю, как уже говорила, ощущение, когда у меня очень много продукта на лице. Мы берем вот этот цвет светленький. Чуть-чуть. Если мы делали пальчиком, это было бы вот так. Можно вот так пальчиком. Можно кисточкой немножечко. Носик. Кому как удобно. И я еще люблю вот просто чуть-чуть добавлять сюда. Вот такой немножко блеск. Чуть-чуть. Не всегда. По настроению. Я всегда использую карандаш для губ. Это мой любимый Бобби Браун. Раньше у них был цвет, Бобби назывался, его сняли с производства. Он, конечно, темнее. Сейчас, наверное, я уже не смогла бы носить его на себе, но вот этот вот Palmau, да, вот этот цвет, он, конечно, очень классный. Я всегда использую карандаш. И обязательно его растушевываю. Я использую эти же румяна для губ. Пальцем просто наносим эти румяна. Также я люблю вот эту вот помаду от Inglot. Мне очень нравится этот цвет. Это номер 317. Он очень похож. Просто этот продукт, он по текстуре более мягкий, а этот продукт, он уже такой матовый и более насыщенный. Давайте сделаем два продукта, сейчас проверим на мне. Если это было любое румяна, это выглядело вот так. То есть я бы извела пальчиком, но не слабо, просто немного. Вот так вот, да? Все. Если использовать помаду, то, допустим, я вот возьму вот эту вот кисточку. Вот она, кисточка. Любая. Ну, как бы, лучше, конечно, искусственную. Вот, возьму продукт, потому что этот прям такой помягче, может, пожестче чуть-чуть можно. И сделал бы вот так. Во-первых, придается объем губам и такой эффект зацелованных губ. Вот и все. Я надеюсь, что я смогла вам рассказать обо всех нюансах своего дневного макияжа. До встречи! Леша, интересно? Как тебе? Вообще, ты, наверное, впервые видишь, да?